Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Стоящий на первом рубеже пограничное управление СГБ Республики Абхазия отметило 30-летие со дня образования. Дело о смерти Анзора Тарба передано в суд первой инстанции. В Сухуми состоялось заседание Президиума Верховного суда Абхазии. Абхазские медики прошли ежегодную аттестацию. В Минздраве под председательством министра Эдуарда Будба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Пограничное управление СГБ Республики Абхазия отметило 30-летие со дня образования. Возложение цветов состоялось в Парке Славы. Затем торжественное построение погранотряда, о котором главнокомандующему Аслану Бжане доложил заместитель председателя СГБ Рустам Латипов. Торжественная церемония продолжилась в актовом зале Музея боевой славы имени Владислава Арзенбаслова Мариане Котовой. 20 ноября 1992 года солдаты и офицеры абхазской армии отправились на охрану пункта пропуска по реке Псоу. Они стали частью пограничного отряда, который был сформирован указом главнокомандующего Владислава Арзенба. 120 солдат и 30 офицеров в этот день стали пограничниками. Каждый год ближе к этой дате их коллеги отдают дань памяти павшим в Отечественной войне народа Абхазии – коллегам. После возложения, выстроившись, пограничники встретили президента Аслана Бжане, а затем вместе с главой государства отправились на открытие экспозиции, посвященной пограничному управлению Службы государственной безопасности Абхазии. Продолжилось торжество в актовом зале. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 30-летием со дня образования пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Сегодня для нас особое значение и смысл обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими высокими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея себя, сражаются с ним. 30 лет назад, в непростое для Абхазии время, у рубежей Отечества складывалась напряженная военно-политическая обстановка. Каждый из вас хорошо понимает, несомненно, перед какими вызовами и угрозами была поставлена наша Родина и наш народ. Эта борьба с вызовами и угрозами со стороны агрессора идет вокруг нашего государства и по сей день. А на передовой линии обороны находитесь вы, защитники Отечества, пограничники. Пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Народ Абхазии верит в ваш патриотизм и профессионализм. Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью. Желаю командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия. Председатель службы госбезопасности Роберт Киут пожелал абхазским пограничникам славно продолжать дело родоначальников погранотряда «Независимой Абхазии». Сформированный в период Отечественной войны народа Абхазии, пограничный отряд прошел сложный путь своего развития. Во многом благодаря усилиям пограничников в сложные послевоенные годы удалось обеспечить безопасность нашей Родины. К сожалению, в процессе решения государственной задачи мы сталкивались с многими потерями. Уверен, что молодое поколение пограничников бережно хранит и приумножит славные традиции старших товарищей и с гордостью продолжит защищать и охранять рубежи нашей Родины. Поздравил подчиненных и начальник погрануправления Рустам Латипов. У пограничников богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и стояли до конца. Личный состав пограничного отряда доблестно проявил себя во время войны народа Абхазии. Неоднократно принимали участие пограничники в послевоенных боевых столкновениях. Многие из них героически сражались и сложили голову за суверенитет, территориальную целостность, процветание Абхазии. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну. На рубежах Абхазии осуществляют свою служебную деятельность совместно с пограничным отрядом Службы государственной безопасности Республики Абхазия
военнослужащий пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия. Российские коллеги поздравили абхазских пограничников и подарили им стол для настольного тенниса. Чтобы количество выходов на охрану государственной границы Республики Абхазия равнялось количеству возвращений. А семьям терпения, благополучия, всем здоровья и всего самого наилучшего. От коллектива пограничного управления разрешите передать вам благодарственное письмо и все наши пожелания. Ну и для того, чтобы личный состав пограничного отряда мог спокойно выполнять поставленные задачи, они должны физически развиваться, ну и в том числе и отдыхать. Коллектив пограничного управления передает личному составу пограничного отряда такой тренажер в виде настольного тенниса. Мы настольный теннис не стали сюда уже сам стол нести, но привезем его в место и время, которое вы определите, ну, конечно, пограничный отряд. Ветераны пограничной службы, те, кто начинал нести боевой пост на рубежах Апсны, в свою очередь поблагодарили за поздравления и пожелали молодежи успехов в службе. Сегодня пограничники несут охрану рубежей нашей священной Родины. Желаю успехов вам, здоровья, мира, добра, процветания вашим родным и близким. Праздником! Также пограничников поздравили спикер парламента Лаша Ашуба и герой Абхазии Мзия Бея. Ряд сотрудников были награждены медалью за отличие в охране государственной границы Республики Абхазия. Кто-то из пограничников получил очередное воинское звание. Родственникам ушедших из жизни сотрудников погрануправления вручили посмертные награды. После награждения состоялся праздничный концерт. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Премьер-министр Александр Ангваб поздравил руководство, личный состав и ветеранов пограничного отряда СГБ Республики Абхазия с 30-летием образования погранотряда. Осознавая всю ответственность за решение возложенных на них задач, абхазские пограничники всегда с честью несли свою службу. Так было и в трудный послевоенный период, когда особые усилия, сопряженные с риском для жизни, требовались для охраны государственной границы в Галском районе. Уверен, что так будет и впредь. Многое изменилось в характере деятельности нашего погранотряда. Появились молодые энергичные кадры, в том числе получившие специальное образование в учебных заведениях Российской Федерации. Сегодня пограничники намного лучше поддерживаются государством, иные условия службы, качественно изменившееся финансирование. Руководство страны в дальнейшем будет использовать все возможности для укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала погранотряда, отмечается в частности в поздравлении. Александр Ангваб пожелал пограничникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия. Глава МИД Республики Абхазия Инал Ардзинба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии Михаилом Шургалиным. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов абхазо-российских отношений, в частности, предоставление гражданам Республики Абхазия гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Рассматривались вопросы создания координирующих механизмов в трехстороннем формате Абхазия, Россия и Беларусь с целью мониторинга и активизации торгово-экономических, гуманитарных и политических связей между странами. Стороны договорились продолжить работу по данному вопросу. По обращению депутатов Народного собрания Инал Ардзинба довел до сведения посла Российской Федерации в Абхазии, что депутаты по завершению рабочего визита в Госдуму Российской Федерации во время прохождения российского участка абхазо-российской госграницы были остановлены представителями пограничного управления ФСБ России на КПП ПСО в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы депутатами. Кроме того, в Народное собрание поступают многочисленные жалобы граждан Республики Абхазия в связи с тем, что они без объяснений причин на продолжительное время задерживаются сотрудниками пограничного управления ФСБ России, что осложняет переход границы. Просим к нашим народным избранникам и согражданам относиться с уважением, отметила Инал Ардзинба. Было отмечено, что в ближайшее время в МИД Российской Федерации будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты. Кроме того, на встрече с Михаилом Шургалиным глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул: мы готовы к поэтапному расширению наших связей с Ираном. Видим серьезные перспективы развития наших отношений. Сегодня отмечается значительная роль Ирана в системе глобальной безопасности.
Информация правоохранителей. Состоялось расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Были определены совместные мероприятия, направленные на установление подлинности и соответствия действительности копий документов, ранее представленных председателем АНД Адгуром Ардзинбе и экс-депутатом Гарри Кукая, в ходе пресс-конференции Варсмира, согласно которым во время капитального ремонта высоковольтной линии Ачгуара в смете было допущено значительное завышение цен приобретенных материалов. О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры. Назначен новый начальник Ачимчирского ОВД. Им стал подполковник Айнар Когоня. Министр внутренних дел Вальтер Будба посетил ОВД по Ачимчирскому району и представил личному составу нового начальника. Подполковник милиции Айнар Когоня служит в ОВД с 2013 года. Высшее специальное образование получил в Краснодарском университете МВД России. Дело о смерти Анзора Тарба передано в суд первой инстанции. В Сухуми состоялось заседание Президиума Верховного суда по делу административно задержанного, а впоследствии умершего 10 июля 2019 года в стенах МВД Анзора Тарба. Президиум Верховного суда постановил определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 23 марта 2021 года изменить, исключить из резолютивной части определение указания о возвращении дела генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий его рассмотрения судом и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Исключить из определения указания об избрании меры пресечения Бадри Джикерба, Аслана Чеди, Адгура Аутлева и Виталия Кулова в виде домашнего ареста. В остальной части определение оставить без изменения. Президиум Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Будба, членов президиума Касландзе, Аджиджо, Онищенко, Пиля, при помощнике судьи Баджалян с участием первого заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия Квициния, потерпевшей Тарба, ее представитель адвоката Чкаду, потерпевшей Тарба Милана Анзорн, ее представитель Марьяны и адвоката Адзинба, обвиняемых Джикерба, Чеди, Аутлева, Кулова и их защитников, адвоката Джинджоли и адвоката Корсая, рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по надзорным жалобам адвоката Джинджоли, защищающего интересы обвиняемых Аутлева и Кулова, и адвоката Барцит, защищающего интересы обвиняемых Джикерба и Чеди, на определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 23 марта 2021 года в отношении Джикерба Бадри Владимировича, 08.07.1982 года рождения, уроженца села Аци Гудаутского района Абхазской ССР, гражданина Республики Абхазия Российской Федерации с высшим образованием семейного, имеющего 3 малолетних детей, проживающего по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 2, квартира 6, несудимого, Чеди Аслана Автандиловича, 19.10.1985 года рождения, уроженца села Хипста Гудаутского района Абхазской ССР, проживающего в села Хипста Гудаутского района, гражданина Республики Абхазия Российской Федерации с высшим образованием семейного, имеющего 3 малолетних детей, несудимого, Аутлева Адгура Борисовича, 03.07.1990 года рождения, уроженца села Моква Ачимчирского района Абхазской ССР, проживающего в селе Моква Ачимчирского района, гражданина Республики Абхазия Российской Федерации с высшим образованием семейного, имеющего 2 малолетних детей, несудимого, и Кулова Виталия Мурадиновича, 12.06.1983 года рождения, уроженца аула Эльбурган Хабесского района Ставропольского края Российской Федерации, проживающего по адресу город Сухум, улица Назадзе, дом 37А, квартира 23, зарегистрированного по адресу город Сухум, улица Красноярская, дом 90, квартира 1, гражданина Республики Абхазия Российской Федерации с высшим образованием семейного, имеющего 2 малолетних детей, несудимого. Заслушав доклад судьи Пиля, изложившего обстоятельства дела, содержание судебных актов, принятых по делу, доводы надзорных жалоб, мотивы, содержащиеся в постановлении судьи о передаче надзорных жалоб с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики Абхазии, объяснение обвиняемых Джикерба, Чедия, Аутлева и Кулова и их адвокатов Джинджоли и Курсая, поддержавших надзорные жалобы и просивших отменить определение Касколлегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 23 марта 2021 года и оставить в силе приговора частное постановление Сухумского горсуда 10.20 года, выступление прокурора Квициния, возражавшего против удовлетворения надзорных жалоб, мнение потерпевшей
Тарба, ее представитель адвоката Чкадо, потерпевший Миланы Адзоровны, ее представители Марьяны, адвоката Адзенба, полагавших надзорные жалобы, не подлежащим удовлетворению. Президиум Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь пунктом 6, части 1, статьи 370 УПК Республики Абхазия, постановил определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия 23 марта 2021 года изменить. Исключить из резолютивной части определения указания возвращения дела Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения препятствий его рассмотрения судом и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Исключить из резолютивной части определения указание об избрании в отношении Джикера Бачедия Аутлева Кулова меры пресечения в виде домашнего ареста. В остальной части определения оставить без изменений. Полный текст будет изготовлен в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения дела. Значит, если в самом общем виде возвращается в суд первой инстанции в первоначально предъявленном обвинении. Видеоотчет судебного заседания Президиума Верховного суда по делу Анзора Тарба смотрите в нашем эфире в понедельник, 21 ноября. Наращивание торгового оборота сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудил первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо с торгпредом Российской Федерации Залиной Кабесовой. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Джопо особенно выделил вопросы развития экспорта цитрусовых и меда из Абхазии на российский рынок. Он также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер. Глава Минсельхоза Беслан Джопо проинспектировал проекты, реализованные по госпрограмме поддержки сельского хозяйства. Он посетил птицеферму в селе Бабушара. На ее реализацию было выделено 4 миллиона 100 тысяч рублей. На эти средства построили ферму, приобрели птиц и корм. Также глава Минсельхоза побывал в селах Пшап и Кацыкыт. Там выращивают клубнику. На это было выделено 2 миллиона рублей. В ближайшее время на хозяйствах планируют получить по 15-20 тонн клубники. В селе Кутол Беслан Джопо посмотрел, как реализуется проект по выращиванию чая. При поддержке правительства предприниматели купили аппарат для сушки и ферментации чая стоимостью около 2 миллионов рублей, сообщает «Спутник Абхазии». Абхазские медики прошли ежегодную аттестацию. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Будба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Подобные аттестации Минздрав проводит 2 раза в год. Участие в них принимают медики из республиканской, городской, клинической и детской больниц, а также сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Аттестация – это оценка теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей по соответствующим специальностям и должностям на основе результатов квалификационного экзамена. Это важная форма морального и материального стимулирования специалистов, которая направлена на совершенствование деятельности медицинских организаций и улучшение качества оказания медицинской помощи населению. На этот раз квалификацию подтвердили 7 врачей и 12 специалистов среднего персонала. Новости культуры. Состоялось выездное совещание монументальной комиссии под председательством министра культуры Даурыкова по вопросам рассмотрения проекта строительства и благоустройства мемориального комплекса жителям села Ишера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Члены комиссии дали рекомендации доработать проект архитектурной композиции и представить на рассмотрение комиссии до конца текущего года. Дауркова подчеркнул необходимость согласования с комиссией дальнейших действий на всех этапах строительных работ. Между тем, на строительство памятников погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Ишера в бюджете Сухумского района предусмотрено 4 миллиона 400 тысяч рублей и 1 миллион 600 тысяч рублей в селе Верхняя Ишера. 17 ноября посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин вручил памятные медали Министерства культуры России великий русский писатель Достоевский, преподавателю русского языка и литературы Сухумской средней школы номер 15 Зинаиде Гунба, а также руководителю общественной организации «Русский культурный центр» Наталье Каюн. Глава дипмиссии отметил выдающийся вклад Гунба и Каюн в популяризацию творчества великого русского писателя и поблагодарил их за знакомство молодежи Абхазии с литературным наследием Достоевского. Об этом сообщает посольство России в Абхазии.
Директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсали приняла участие в научно-практической конференции «Россия. Единство и многообразие», приуроченной к десятилетию образования Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Конференция состоялась в Москве при участии руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств Евгения Примакова, министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, руководителей государственных органов, представителей общественных организаций, деятелей культуры и науки, зарубежных гостей. В Москве в Государственном архиве Российской Федерации состоялась рабочая встреча делегации Республики Абхазия с директором Госархива Ларисой Роговой. Обсуждалась возможность использования архивных документов по истории Абхазии, а также перспективы в области реализации совместных проектов. Лариса Роговая подтвердила готовность Госархива Российской Федерации к сотрудничеству с абхазской стороной. Спорт. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд открылся в Сухуми, сообщил «Спутник» президент Федерации волейбола Аслан Тыркба. В чемпионате принимают участие спортсмены из Сухума, Чимчиры, Гагры, Пицунды, Агудзеры и Ачиндара, а также команда АГУ. По словам Тыркба, сегодня состоялась жеребьевка. Команды были разбиты на 2 группы, по 4 команды в каждой. В этом году 8 команд участвуют. Давно такого не было. У нас по итогам прошлогоднего чемпионата лидеры Ачиндара и Сухум. В этом году подтянулись команды из Пицунды и Ачимчиры, отметил Тыркба. В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 19 и 20 ноября в республике ожидается переменная облачность. В субботу местами слабый дождь, в воскресенье без осадков. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 9-14, днем 13-19. Температура морской воды плюс 16. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи и хороших выходных.